Здравствуйте, друзья! С вами, как всегда, Лара Володина. Вчера я встретила самолет. Ты моя хорошая капочка, ты моя солнышко, да? Лапочку, да? Лапочку. Вчерашний рейс был с некоторыми техническими трудностями перелета и получения собак по прилету, как багажа. Естественно, не успели ни к одному доктору, которым запись была за неделю. Вот как мы лапочку подаем. Ай-яй-яй-яй. Давай. Забрали. Нет, нас не выпускают снова. Нас не выпускают. Еще одного дяденьку ждем. Квиточки дали, посадочный талон дали. Вот еще, вот, все. Вот, все. Вот стоят, нас охраняют. Малыши. Вот. Вот охраняют нас, и ничего нам не дают выйти. Вот двери. Один шаг до дверей нам не дают выйти. Мои нервы просто на пределе. Просто на пределе. Уже все в аэропорты уехали. Господи, в порты. Самолеты уже уехали все. Вот двери открываются, закрываются. Нам выйти нельзя. Нас не выпускают из аэропорта. К сожалению. Досматривали, опрашивали, проверяли. Простудили нас в самолете. Никаких нет условий. Но тем не менее. Малышенька, пойдем. Вот спасибо тебе, моя зайка. Вот какая зайка. Вот она лапочку подала. Вот мы в аэропорту. Вот такие мы. Мы законопослушные. Друзья, вчерашний день забыть будет невозможно. В аэропорту по прилету нас задержали по подозрению, в чем бы вы думали, в криминальной деятельности. Вот кому это надо? Нашим врагам? Бездушным и жестоким до собак, чтобы навредить, чтобы не спасали? И сами не обладают чувством сострадания, и другим мешают. Кто-то очень хочет, чтобы мы перестали спасать. Зачем? К чему все это шоу-представление? Прилетевшие Лонд и Капочка были записаны к нескольким специалистам в разные клиники, и мы должны были успеть по прилету после самолета ехать по врачам. Но, увы, по прилету их забрали и увезли в неизвестном направлении на досмотр, на обследование, и потянулись часы ожидания. Да, все это время со мной была Аня. Она прилетела ко мне из Германии. Это наша подписчица, и которая стала уже другом и помощником, за что ей огромное спасибо за поддержку, которую она оказывала в аэропорту в течение всего дня. Наших бедных, несчастных, истощенных собак вместо медпомощи
Повезли на обследование, на сканирование, на УЗИ и, возможно, на облучение. Зачем? Кому мешают эти собаки? Если мы их забрали, то они никому, никаким врагам или друзьям не будут мешать. Они будут с нами, они будут у нас, они будут пристроены в хорошие руки. Зачем их добивать? Осмотры, досмотры, беседы в устной и письменной форме. Это отнятое время, это еще больше урон здоровью и собакам, и людям, и тем, кому надо было колоть инсулин дома, и его не получили вовремя и по часам. Это нервы и ненужное напряжение от непонимания, что за досмотр живых существ. Они жертвы. Кто в этом заинтересован? Я предполагаю, что мы этих людей знаем. Эти нелюди сами не совершали ничего доброго в своей мерзопакостной жизни, и поэтому они судят о других людях по себе, по своей гнилой душонке. Они меряют все деньгами и меркантильными взглядами. Все это напряжение сводилось к тому, что нас не выпустят в этот день, в этот вечер и даже ночью, что мы должны переночевать в аэропорту, рядом с переносками, бросать, оставлять их. Но даже в голову не приходило. Да, мы могли уйти, выйти, но мы боялись за собак. Куда увезут и что с ними будет. Но это все эмоции, нервы и напряжение. А так шел час за часом. Ближе к вечеру собак выдали. Но начались другие бюрократические проволочки. Отрывные талончики, пассажирские билеты. В общем, кто-то сжалился, принес воды. Потом сотрудница принесла пачку сосисок для Капочки, потому что она отказывалась есть сухой корм. Кое-как, находясь в переноске, на протяжении перелета, потом ожидания, потом всех проверок, около суток собаки находились в переносках. Насколько же они терпеливые, якутские хвостики. За все это время они ни разу не сказали гав. Они не истерили, не топали, не кидались на решетку и даже не сходили в туалет. Отсутствие выгула полнейшее. Какие же они в очередной раз, убеждаюсь, уникальные собаки. Сотрудница порта нам принесла из магазина сосиски. Умница. Она сухой корм не ест, потому что скушала. Я чищу зубами. Давай, жуй только. Ай, ты умница. Какая голодненькая. Голодненькая. Угу. Вот ножницами можешь почистить. Давай, на, если хочешь ножницами, почисти нам, пожалуйста, малышка. Вот как мы кушаем. Вот как мы кушаем. Вот как. Конечно. Очень прям такая, да. А то мы уже напугались, что она не ест и вообще все, хана. Да, прямо такие свеженькие они, да. Спасибо вам большое. Угу. А то мы тут... Малышка. Вот какая умница. Вот какая умница. Ты только жуй, не глотай целиком. Ой, слава богу, хоть что-то поест она.
Вот умница. Как же она кушать-то хотела. Наша девочка. Вот это мы в порту так едим. На, моя зайка. Вот. И последнюю сосисочку у нас. Заморить червячка. Вот ты прямо проглотила и даже не стала жевать, да? Ой, ты моя зайка. Ну все, малышенька, все. Ты съела 8 сосисочек. Малышка, терпим, теперь терпим. Терпим, не знаю, что дальше нас ждет, не знаю. Вот детей совсем замучили. Замучили совсем ребенка целый день до полночи. Лара там с милицией все объяснительное пишет. Совсем замучили животных. А ты? Как у тебя дела? А? Как у тебя дела? Вот так у нас дела. Кашляем и лапки даем. Ох, ребенок. Все, сидим. Сколько сейчас время? Не скажешь? 23:37. Вот так. Лежит на руке, лежит. Обалдеть. Вообще, устал до невозможно. Ну, лежит ребенок, да, лежит на руке. Лежит. Боже, какой милый. Какой измученный. Не знает, куда голову склонить. Хоть на ладошке на твоей полежать, да? Маленький. Ну, кушать хочет. Измученный, да. Угу. Даже не знаешь, как их пожалеть. Хотели как лучше пожалеть. Как не пожалей, столько мучений проходит. Не вывезешь, умрет. Вывезешь, пройдет все испытания. Мой сладкий. Покажи глазик нам. Нет его, да? Нету глазика. Нету, да? Нету Нечего глазика. там уже подрезать. Нет. Ну что, малыш, с одним глазиком будешь жить. Ничего. Ой, прости. Все, лежит, морда лежит. Угу. Лежит. Все, никакой уже, никакой совсем. Угу. Маленький, а такой добротный вообще. Вот худой, конечно. Вот тут вот одни ребра, вот тут. Ага. Вот тут одни ребра. Порядка 13 часов длился этот кошмар. Закончился примерно в 1 ночи. Только в 3 часа наша Капочка доехала до стационара, где мы ее разместили, потому что она очень была слаба. Она простужена. Лонд поехал на передержку. Приехал он уже в 4:30 утра. И день, и ночь были как в страшном сне, в каком-то кошмаре. До сих пор не могу в себя прийти. Сегодняшнее утро началось как после боя. Но надо жить дальше, и надо решать вопросы по прилетевшим. Скоро следующий самолет, буквально вот-вот. И мы решаем, кто полетит. Это тот дорогой рейс, но другого пока нет. В Якутске ждут вылета порядка 20 спасенышей. Некоторые гладкошерстные, их замерзают на уличной передержке. У некоторых отмороженные лапы, окровавленные. Я это вижу, они на улицах.
Друзья, мне нечем будет оплатить перелет, который вот-вот состоится. Помогите, пожалуйста, его оплатить. Вот сколько мы сможем собрать, столько и полетит. Будет обидно, если забронированные места у нас пропадут из-за невозможности оплатить. Я обращаюсь к вам за помощью для них. Пожалуйста, помогайте. Надо как можно быстрее. Там очень-очень холодно. Пока 30 градусов, но идет в минус все больше и больше.